Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Я думаю, что вы уже заинтересованы, что это за клетка, что это вообще за помещение, где я нахожусь. Сразу вам скажу, что я нахожусь сейчас в 3-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда города Якутска. И именно здесь вот это помещение называется теплодымокамера. И здесь проводятся тренировки пожарных прямо в условиях, приближенных к боевым условиям, то есть к условиям пожара. И об этом поподробнее мы сегодня вам расскажем. Ну и, конечно же, я все это постараюсь испытать на себе. Мы находимся на стационарном учебно-тренировочном комплексе теплодымокамера. Данный тренажер называется «Лабиринт». Здесь у нас пожарные спасатели тренируются в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Данный тренажер представляет из себя лабиринт, значит, здесь узкие лазы у нас, различные препятствия, которые мешают прохождению. Они созданы для того, чтобы вырабатывать у пожарных, чтобы у них была ориентация в незнакомых пространствах, потому что теплодымокамера перестраивается каждый раз почти. Вот. Также тут у нас при проведении тренировки различные звуки обрушения, криков детей и так далее, ну, которые влияют на психику человека. Также полное задымление, ну и, соответственно, полная темнота. Угу. То есть здесь насколько часто происходят тренировки? Тренировки, каждая пожарно-спасательная часть раз в 1 квартал занимается здесь. Угу. Проходит то тренировка. Постоянно... То есть 4 раза в год. Камера постоянно вот это работает? Так точно. Испытано на себе. Всю тренировку нужно будет, конечно, пройти в полной боевой выкладке. И сейчас нас более подробно с тем, что мне надо будет на себя надеть, познакомит Артемьев Андрей, начальник караула 3-й пожарно-спасательной части города Якутска. Андрей, приветствую. Приветствую. Ну, Андрей, давай расскажи, пожалуйста, про основное обмундирование. Мы в одном из выпусков уже знакомили наших зрителей, но я думаю, что будет неплохо повторить. И, как я понял, оказывается, нету понятия летняя и зимняя пожарная форма, то есть она универсальная. Универсальная, да. Угу. Так, в комплект боевой одежды входит шлем пожарный, может также имеется подкастник, подшлемник называется. Вот. Также в боевую одежду входит это комбинезон, куртка, средства защиты рук, то есть краги. Так, имеется карабин, также имеем пожарный топор, который необходимо нужно, чтобы скрывать конструкции. Помимо этого имеем сапоги пожарные. Ну вот сейчас мне предстоит пройти маршрут по теплодымокамере, и, соответственно, у меня еще будет система дыхания. Про нее можно поподробнее тоже рассказать? Да. Вот этот дыхательный аппарат в нажатом воздухе, АП-омега называется название. Также он имеет в себе подвесную систему, систему ремней, поясного, плечевого ремня. Также имеется баллон стальной с весом 8,7 кг. Также имеется сигнальное устройство, которое срабатывает на 5-6 мегапаскаль. Угу. Насколько по времени примерно? Ну, я понимаю, что это усредненный может быть какой-то... По времени хватает на 40 минут. Угу. Также имеются шланги высокого давления, редуцированного давления. Высокое давление поступает из баллона. Есть у нас редуктор, который преобразовывает редуцированное давление. И редуцированное давление поступает через легочный автомат в панорамную маску. Угу. Сейчас маску покажем. Сейчас вам предоставится возможность посмотреть, как надевает боевую одежду звено газодымозащитной службы.
Так, ну что, друзья, как видите, все происходит в считанные секунды. Для этого есть специальные нормативы, и, конечно, пожарные всегда проводят тренировки, в том числе и по надеванию боевой одежды. Но сейчас я не настолько быстро, но тоже надену боевую одежду, и далее мы перейдем в дымокамеру. Да, как сейчас мне подсказали, каждый пожарный, он выкладывает боевую одежду в том порядке, в котором, ну не в том порядке, а как бы, чтобы ему было удобно и быстро надеть. К выполнению норматива приступить. Замок. Не-не-не. Ну, правильно. Ага. После этого. Сразу поворачивайтесь. Не-не, замок сначала, замок боевки. Замок. Куртку пристегиваем. Так, тут я забыл, правильно? Да, правильно. Всё. Надо застегнуть. Топ. Друзья, ну что, пожарная боевая форма надета на мне, и что-то мне подсказывает, что в норматив я не вписался, но, тем не менее, сейчас нужно будет еще надеть на себя вот эту вот систему дыхания. На соревнованиях сначала, чтобы быстро одеть, ну, когда вот, так скажем, не боевое положение, а просто лежит, берете за корпус и одеваете. Ого. Вот так. Ага. И получается маску, есть этот ремень, веревка, и надеваете вот так. Все. Ты готов уже к разминке. Так, ну что-то мне подсказывает, что как на соревнованиях я не смогу это сделать. Хотя бы сейчас просто надену. Но как в виде рюкзака тоже можно одевать, да? Да, можно. Ух ты, вес такой хороший. Сколько было? 8,5 килограмм, да? Так, надели. Потом маску. Так, ремень подгоняйте под себя. Как вам удобно. Поясной ремень. Тоже подгоняйте его, чтобы было не слишком туго. Так, и в целом все, да? Ну что, друзья, сейчас я готов уже перейти в теплодымокамеру. Перед входом в дымокамеру звено проводит разминку. Это разминку на бесконечную лестницу, беговая дорожка и ударный молот называется. То есть, прежде чем перейти к тренировке, нужно пройти еще разминку? Да. По сколько минут? Ну, по 5 минут. По 5 хватит, минут? Да. Друзья, ну давайте попробуем. А с чего начинают? С какого тренажера? Ну, каждый защитник располагается по тренажеру. Ну, давайте вот вам бесконечную лестницу. Даже, по-моему, минуту не сделал. 5 минут, друзья. 5 минут на лестнице, 5 минут на беговой дорожке и 5 минут на ударном молоте. А это только даже эта тренировка перед тренировкой. Испытано на себе.
Мы сейчас находимся перед дверью в теплодымокамеру, и сейчас Андрей расскажет, как совершается рабочая проверка. Так, рабочая проверка совершается перед заходом непосредственно в зону непригодной для дыхания среды. Так, она выполняется в течение 1 минуты. Так, проверяется сначала мы снимаем каску пожарного. Так. Затем проверяем на целостность маски, есть ли сколы, трещины, работу легочного автомата. Так, потом проверяем на герметичность. Так, для этого немного снимаем шлемник. И вот так. То есть нужно... Ага, на герметичность проверяем. Где-то 2-3 секунды. Ага. Вот так. Потом открываем баллон. Что-то надо нажать, да? Или это правильно? Да, правильно. Не. А? Так, трогаем, ага. Вот так делаем. Тоже. Вдыхаем глубокий вдоха 2-3 раза. Я закрыл же обратно. Так, надо приоткрыть, да? Чуть-чуть. Да, откройте. Чтобы он шипеть должен, да? Не, откройте баллон полностью. А, на маске? Откройте. Ага. Открывай. Вдыхайте, вот этот клапан надо было прижать, да? да. А. Вдыхайте 2-3 раза глубокий вдоха. Полностью открывай, да, баллон? Можете полностью. Полоборота. Ты должен сделать вот это. Да, закрыть. Ага. Ага. Ну, потом еще проверяем на разряжение, то что если у нас в маске воздух, проверяется, да. Вот так. Так, вдыхая, да? Немножко пальцами вот так просунуть, да. Есть ли воздух, да, потом закрывайте. Ага. Затем проверяем срабатывание сигнального устройства. Ну, сигнальное устройство у нас срабатывает при 5-6 мегапаскаль. Угу. Для этого закрываем баллон. Потом стравливаем воздух. Ага. Хорошо, мне? Потом затем обратно спускаем баллон. И затем идет доклад командира звена ДЗС о том, что сколько у вас давление? 280, да? 280. Ага. Вот газозащитник Ачиров, включение готов, давление 280. Газозащитник Ачиров. Газодымозащитник. Газодымозащитник Ачиров. Включение готов, давление 280. Да. Ну, У меня сейчас кровяное давление где-то 280, по-моему, после тренировки. Баллон хорошо открыли? Несколько баллонов. Потому что он может там закрыться, если вы куда-нибудь попадете, дышать будет нечем. Вы что говорить не будете, можно духовоспирающий двигатель включать. Да? Ну, запомните, когда будете заходить там, Правая рука потом. потом вы делаете.
жестко. Это просто жестко. Я там даже вначале был инструктаж в плане, как проходить трубу. Я что-то сначала забыл, что надо помогать. Туда Андрей там лежал. Я такой что-то думаю, что так долго? Оказывается, толкаешь, то есть ногу следующую, а потом я, получается, хватался за ногу Андрея, а Клим меня сзади подталкивал. Ребятам хотелось бы пожать руки, потому что, друзья, ежедневно нести такую службу, ну, конечно, хотелось бы, чтобы поменьше было вот таких вот случаев именно, да, которые вот мы сейчас прошли тренировку, но, тем не менее, они всегда готовы и делают это на высоком уровне. Сегодня я, как человек, ну, не сказал бы, что прям слабый, но, тем не менее, для меня это была колоссальная нагрузка. Друзья, но это еще не все, что мы можем вам показать, потому что полигон 3-й пожарно-спасательной части на этом не ограничивается. Впереди будет тоже много интересного. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас мы переместились в еще одно здание, ну, можно назвать это манежем, да? А Да. Учебно-тренировочный полигон Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Угу. Ну, я вижу, что здесь, во-первых, такая 100-метровка, да, идет, но не совсем обычная, есть какие-то нюансы. Можете поподробнее рассказать вообще про то, как часто проходят здесь тренировки? Я так понимаю, что здесь также и зачеты проходят, да? Да. По физической подготовке. Учебно-тренировочный полигон предназначен для занятий личного состава. Согласно графику посещения учебно-тренировочного полигона, личный состав, дежурный караул приходят согласно плану, выполняют нормативы по пожарно-строевой подготовке. Выполняется боевое одежда и снаряжение. Рукава и пожарно-техническое вооружение тоже боевое, ну, как на пожаре. После преодоления забора пожарный берет рукава, получает второе препятствие у нас бум. Идет через бум, потом спускается с бума, потом между собой соединяет и включает трехходовое разветвление, ствол присоединяет и финиш. И, ну, надо сразу сказать, что я не настолько спортивно подготовленный человек, но, тем не менее, я сегодня испытаю на себе тоже достаточно интересный элемент. Это подъем по лестнице. Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни. На 4-й или на... Ну, для вас мы сегодня испытаем на 3-й этаж. На 3-й этаж, да. 3-й этаж – это хорошо. Действительно, ну, получается, что в конце беговой дорожки, да, в конце манежа здесь находится такая как бы башня тренировочная, плюс еще корпус вертолета, он имитирует спуск с вертолета, да? Да. Но сейчас подошел момент, когда мне предстоит испытать на себе подъем по тренировочной башне. Познакомьтесь, это Петр Габышев, чемпион Республики Саха-Якутия по пожарно-спасательному спорту. Приветствую. Здравствуйте. Петр, ну мы видели, как ты поднимаешься, все очень быстро, четко. Какие основные нюансы, что нужно знать для того, чтобы выполнить эту тренировку? Ну, во-первых, надо быть физически готовым к этому виду спорта, в первую очередь. Уже. Ну, гибкость, ловкость, все это вместе взято. Тут надо бежать не только по горизонтальной поверхности, надо и вертикально вверх подниматься. Ну, самое я так посмотрел, сложности, наверное, во время перехода с лестницы в окно, и потом вот этот Выброс, да. выброс. Выброс штурмовки и уход на 3-й этаж, ну, на вышестоящий этаж. Ага. Да, ну это тоже есть очень много таких моментов, где надо знать технику. Я захожу, допустим, с лестницы туда, на подоконник. Подоконник, да. Я стою же там, у меня упор в подоконник, да, есть? Нет. Нет? Там, ну, там обычный подоконник, вы, получается, просто делаете сет, хватаетесь вот этим местом за подоконник, вот эта нога полностью прямая. Она снаружи, да? Да, снаружи. Беру лестницу. Да, сразу берете лестницу, делаете выброс и поднимаетесь наверх. Да. Ну, сейчас по ходу я вам покажу. Да. Петр будет подсказывать, если что. Ну, на самом деле, друзья, немножко необычная тренировка. Я вообще думал, мы будем подниматься по трехколенной лестнице, но это как бы обычно. Но, тем не менее, вот это я даже не ожидал, что будет именно вот такая тренировка. И, кстати, лестницы, они отличаются, да? То есть есть боевая. Они делятся, есть спортивные, да, есть боевая штурмовка. В данный момент мы будем делать этот вид
спортивной лестнице, так как ну, боевая чуть тяжелее будет. И, ну, вам, чтобы показать, вот это подойдет. И чтобы попроще Да, было чтобы попроще подниматься. Да. Так, ну что, сейчас все встанем по местам и начнем. Поднимайтесь, поднимайтесь, еще. Вот теперь ногу деть, ногу, руку сюда, да. Теперь правую ногу сюда, левую. Надо. Еще выше надо? Ага. Сюда не надо хвататься, за штурмовку только. Ногу сюда. Вот так, садитесь. Вот. Туда чуть-чуть выйти надо, сюда. Сюда? Страшно? Вот так. Тут хватайтесь, не бойтесь. Хватайтесь до сюда. Вот за ступеньку нижнюю. Не, за нижнюю, за нижнюю. Да. И делайте выброс. Круг на себя. Да. Да. Еще, да? Еще выше. Вот так. Теперь ставим. Да. Все. Теперь хватайтесь вот за сюда. Левая. Ну, давайте такая. Держится, да? Ага. Вот так, да, спокойно и поднимайтесь. Еще. Так, застрял. Вот так. Совсем мало места. Еще надо выше подняться. Рано еще. Еще раз. И сюда перекидывай. Двумя ногами финишировать надо. Одновременно прыгать. Вот так. А тут датчики, да? Да, да, датчики. Время синхронизации. Касайтесь двумя ногами одновременно. Только тогда время останавливается. Если одной ногой вперед, вот так уже не считается. Двумя ногами прыгать. Да. Вот так вот. Во-первых, хорошо, что до 3-го этажа, Да. не до 4-го. А это еще очень много сложностей. это еще спортивная штурмовка. Да. Мы перед этим выбирали, спортивная или боевая. Типа, боевая чуть длиннее круг, она безопаснее, да? Как бы. Да, Но у нее веса килограмма на 3 больше, по-моему, да? да, примерно. На 2-3 килограмма больше. Это весит 8,5 килограммов, а боевая 10. 10. Да, ну там может быть больше. Там 10, 500, может 11. Вот так. Ну, Петр, вам огромное спасибо. Да, не Очень за что. интересная тренировка. Друзья, ну это только один из видов тренировок, которые проходят наши пожарные. Вот. А впереди у меня еще вместе со службой спасения тоже очень интересный элемент. Испытано на себе. Сейчас мы продолжим. Здесь, в этом же полигоне тренировочном, находится макет вертолета, с которого я должен буду спуститься. Правильно? Так точно. А скажите, для чего выполняется такое упражнение? Значит, это называется наземная тренировка. Перед воздушной тренировкой спасатели отрабатывают спуски вот с макета. То есть надо правильно закрепиться за веревку и правильно, ровно, красиво спуститься. Желательно без поломок. Да, я тут тоже на это надеюсь. И правильно я понимаю, что тут высота около 20, да, метров? Да, примерно А 15-20 метров. в основных таких обычно спасатели спускаются В рабочей обстановке, ну, от 20 до 40 метров. До 40 метров. Да, даже тренировки, когда на вертолете проводим, ну, не больше 40 метров. Для проведения данной тренировки нам понадобится страховая система, то есть, ну, та же привязь, каска и непосредственно само спусковое устройство роликовое. Это для спуска. Да, Хорошо. Так, ну да, это, наверное, сразу надену здесь, да? да, давай Перед подвинем подъемом. страховочную систему. Все, удобно. Да? Так, каску спусковое устройство сейчас мы наверху тебе оденем. Это отдадим, это страховать тебя будет. Так, ну что, друзья, страховка надета. Сейчас мы поднимемся наверх и, соответственно, далее будет тоже, наверное, небольшой инструктаж, да? Я по покажу спуску? прям все на себе, спущусь, покажу, как выходить с вертолета, как заправлять веревку, но я тебе сам заправлю. И приземляться как правильно. Хорошо? Ну, пойдемте наверх. Пойдем наверх. Испытано на себе.
Мы сейчас поднялись наверх, это макет вертолета Ми-8, и именно отсюда будет производиться спуск. На тренировке спасатель подходит к выпускающему, то есть подходит он уже с зацепленным карабином, в каске, в страховочной системе. Подходит вот так вот с раскрытым спусковым устройством. То есть выпускающий стоит здесь, спусковающий ведет связь с экипажем, то есть по наушникам. То есть вправо-лево вертолет, когда надо правильно на ту данную точку спуститься. Подходит, заправляет веревку в спусковое устройство, фиксирует. Все, выпускающий дает команду ему на спуск. Предварительно связавшись с командиром, командир дает добро, все, открывается дверь. Команда пошел, выходит. Одной рукой от левой, видно, да? Угу. Держитесь вот за УЗК, узел закрепления карабинов. Набили веревку. Вот, правую руку никогда от веревки не отпускаете. Вот здесь всегда на ноге. Эту руку можно отпустить. Угу. Все, вы висите на веревке. Угу. Вот этой рукой придерживаете. У бедра. Не здесь. А то некоторые вот здесь вот держат. Так держать нельзя. Угу. Здесь может перчатку в ролик затянуть или палец туда затянуть. Поэтому рука держится вот у бедра. Затем левой рукой, вот рычажок, видите, красный. Угу. Потихонечку начинаете, ноги не сгибаете вот так. Угу. На прямых. Угу. Начинаете нажимать рычажок. Видите, пошел спуск. Спускаетесь до того момента, ноги не отпускаете. Пока у вас голова ниже среза не будет. Ага. Ушли под вертолет. Ноги опустили, продолжаете нажимать на рычажок. Правую руку от бедра не отпускаете. Снизу, когда смотришь, еще более-менее, а вот сверху вид, прям у меня аж голова кружится. 20 метров, это такая нешуточная высота. Нормально? Сзади затягивается. Нормально? Ты понял, да? Ноги не отпускаешь. Да. Если раньше отпустишь, тебя кинет сюда и можешь удариться. Да. Ну, это самые... Зубами об борт. Поэтому желательно, можешь даже уйти туда ногами под вертолет. Потом ноги отпускаешь, и потом только спуск у тебя начинается. Так, давайте сзади зацеплю сейчас страховочку. Так, все, вот веревку мы набили. Теперь вот держи вот эту, вот, обстопай веревочку. Прижми ее к бедру сразу. Илья, свободы, посвободнее делай страховку, давай. Выпрямляй ноги. Все, ноги выпрямил. Почувствуй, что ты висишь на веревке. Выпрями ноги. У тебя коленка согнута, видишь? Выпрямил. Выпрями, не бойся. Не смотри вниз. Прижми к бедру, сюда руку не веди. Натяни ее. Натянул? Теперь отпусти эту руку. Отпустил? Да. Теперь попробуй вот без рычага. Там ослабляй веревку. Пойдет она, нет? Да. Идет? Ну, очень медленно. Нет. Тогда пробуй рычажком. Насколько чувствительно она? Нажимай, чувствительно. Не бойся, ты же страхуешь еще вот этой ногой. Ноги прямые. Ага. Прямые ноги. Выпрями, не бойся. Ты сейчас сесть не хочешь? Меня страховка давит. Илья, страховку посвободней. Давай. Все. Ага. Так, поехали. Выпрямляй ноги. Ноги выпрями. Прям упрись. Упрись, не бойся. Сейчас, подожди. Нет, можешь прям под вертолет заходи, как пешком идешь. Как пешком. Давай. На прогулке. Заходи под вертолет. Вот теперь можешь потихоньку, отпускай ноги. Во. Все, выравнивайся. Отлично. И потихонечку пошел. Приземляйся на обе ноги. Ноги вместе. Вот так? Можешь выпрямить их. Нажимай, почувствуй. О! Фух! Аж дыхание задержал уже. Что, еще контрольный? Друзья, ну, как я ожидал, да, самое сложное — это на прямых ногах выйти из вертолета. Вот этот момент, когда нужно... Так, ты висишь вот над пропастью, грубо говоря, и психологически очень тяжело понять, что нужно выпрямить ноги, нужно правильно держать руки. Вот, сейчас будет вторая попытка, ну, попробую провести работу над ошибками. Так, все,
Готов? Готов. Веревку держи. Сразу прижимаю к бедру. Натягивай. Все, выпрямляй ноги. Так. Проблема с прямыми ногами? Выпрямил? Да. Все, набей веревку, отпускай руку. И также потихонечку. Чтобы голова ниже среза у тебя была. Ага. Как голова ниже среза будет, можешь ноги отпускать. Ага. Все, поехал. Тут психологически как-то хватаешься вот этой левой рукой, а это как бы и спусковой крючок. Опа. Так, да? Веревку прослабь, ага. Ага. Испытано на себе. Пара секунд. Раз 10 тысяч, так же. Все, в принципе, задача-то для того, чтобы как бы по весне мы особо используем вот рыбаков с льдин снимаем. С кораблей мы в каком 15 году 8 человек с 2 кораблей сняли. 4 на одном судне было, 4 вот так же. Вертолет зависает, спасатель спускается, и потом лебедкой поднимаем. Вот, а так стараемся тренировки каждый месяц проводить. Ну, зимой, конечно, холодно, пореже, а так весна, лето. Перед паводком особенно 2 раза в месяц. Вам большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Испытано на себе. Друзья, мы находимся в специализированной пожарно-спасательной части, и на улице сильный мороз, минус 55 градусов сегодня в городе Якутске. Порой приходится тушить пожары в таких экстремальных температурах. Ну и сегодня мы испытаем себя в роли пожарного, который борется с огнем в такой мороз, и посмотрим, как это вообще, как это происходит на деле. Сейчас у меня будет возможность попробовать, во-первых, поработать с самим бронзбойтом, ну а вторая, самая такая часть, которую я немного даже опасаюсь, это будет обливание холодной водой в эти температуры. Так, ну что, друзья, сейчас у нас все пройдет в режиме такой тренировки пожарно-спасателей. У меня в руке находится пожарный рукав, это так называемый ствол Б. У него не сильно большое давление, не такое сильное, как у ствола А. Все-таки у нас как бы цель хотя бы научиться, да, то есть понять, как это. Но тем не менее меня предупредили, что даже с этим небольшим как бы давлением все равно чувствуется некая отдача. Ну, сейчас я не буду ничего загадывать, прямо мы посмотрим, попробуем. Меня уже проинструктировали, как с ним управляться. И в целом вроде бы все пока понятно. Так, сейчас будет подача воды. Друзья, ну что, даже несмотря на то, что этот ствол не такого сильного давления, но все равно очень чувствительно. И когда ствол ушел немного в ту сторону, очень сложно перехватиться. Я влил. А что-то сейчас сильнее было, да? Это на самом деле очень сложно.
Это я остаюсь здесь, на земле, да, то есть, а сам пожарный еще должен подняться, допустим, по лестнице, пройти по подъезду, дойти до очага возгорания и проделать все то же самое. И вот с таким вот напором, соответственно, как мне сейчас подсказали, давление еще может даже сильнее давать, да? Все зависит от насоса, то есть как подает водитель, соответственно, чем выше поднимается пожарный, тем как бы, ну, давление падает, поэтому мощность должна быть запасом. Ну что, сейчас я чувствую, что уже кончики пальцев у меня онемевают, но у нас впереди еще одно испытание. Это такой момент, когда пожарные такие низкие температуры тушат пожар, и, конечно же, на них попадает вода. Сейчас посмотрим, как это происходит вот в таких вот достаточно, можно сказать, тепличных, но не теплых условиях. Ну что, друзья, начинаем. Ну, сейчас попробуем все то же самое, поработать с бронзбойтом, но уже в такой в обледеневшей одежде. Но вот на самом деле я уже очень сложно мне нагнуться за ним даже. Серьезно? Это как этот Т-1000 из Терминатора. Так, рано! Давай! Можешь идти под воду? Да, иди. Ну, тяни, тяни. Все надо, да? Хорош! Друзья, ну 27 декабря это день спасателя, и хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех огнеборцев, спасателей с их профессиональным праздником. Ну, я думаю, что сегодня мне удалось донести до вас, насколько эта профессия сложная. И я на самом деле вот сейчас стою, и у меня вот чуть-чуть только вот двигается в районе локтей, по-моему. Сейчас будем еще отмораживаться. Я думаю, у нас будет еще традиционный постскриптум. Но хотелось бы пожелать спасателям, огнеборцам успехов, удачи, здоровья. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. С профессиональным днем спасателя. Испытано на себе. Друзья, ну что, после съемки мы зашли на пост мойки. Сюда загоняются все автомобили, которые приезжают с тушения пожаров. И, соответственно, здесь они отбиваются ото льда и моются. Ну, а я, так как весь мокрый, тоже зашел сюда. И сейчас попробую все это с себя снять. Так. Я потерял уже. Так, пока вроде нормально. Хоть посмотрю на шлем. В целом, представляете, я провел на улице всего, ну, даже меньше, там, около 20 минут, 30, пока мы снимали. Пожарный на тушении проводит на улице около 2 часов. Да, правильно? Больше. Даже больше. То есть и все время находится вот в такой как бы влажной среде. И можно вот это обледенение, которое сейчас на мне, наверное, смело умножить на 5, если не на 10 раз. Так.
А? Да. Так. Как видите, в принципе, у меня еще получилось снять это все одному. Ну, далее я уже самостоятельно переоденусь, попью теплого горячего чая и поеду на работу дальше. Ну, а у ребят, соответственно, идет служба. Они круглосуточно стоят на страже нашего спокойствия и, соответственно, конечно, всегда приходят на помощь, на борьбу с пожаром и стихийными бедствиями. Еще раз хотелось бы поздравить их с праздником, с Днем Спасателя и пожелать поменьше выездов. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.